С годами уменьшается число героев войны, и с каждым ушедшим ветераном мы теряем часть их неповторимых историй, подвигов, боли и страданий. Один из них – Костоев Магомед Габасович, который воевал с белофинами и освободил Украину. В Музее краеведения имени Мальсагова собрана папка, где хранится ценная коллекция информации о герое. Благодаря сохранившихся в музее биографическим сведениям о ветеранах мы больше узнаем о достижениях и обстоятельствах жизни героев в 40-х. К примеру, Магомед Костоев, участник Великой Отечественной войны, родился в 1917 в селе Очелуки, Малгобекский район. Отучился в педагогическом техникуме в Орджоникидзе, затем закончил военное училище. Был удостоен звания сержант. Вот ксерокопия автобиографии, написана от руки самого участника Великой Отечественной войны Костоева. Она датируется 1959 годом. Вот, где он планомерно все описывает, все, что в его жизни случилось, как он был частью танковых войск, как он стал командиром этих войск, вот, как его настигло последнее ранение в 1943 году. Судя по найденной информации, ветеран прожил нелегкую жизнь. Прошел войну, затем вместе со своим народом терпел лишения в ссылке на чужбине. На сегодня с семьей ветерана связи нет, и поэтому сотрудники музея краеведения собирают информацию по крупицам, тщательно изучают архивы. Этот долгий, кропотливый путь поиска данных начался еще до образования музея. Первый сбор информации происходил еще, когда наш музей был музеем боевой и трудовой славы, и основатель музея собирал. А тогда, учитывая, что компьютеров еще не было, все он это делал вручную, ходил на дом, от руки записывал биографии. 1937 год. До начала Второй мировой войны, а затем и Великой Отечественной, всего несколько лет, Магомед Габасович в день своего совершеннолетия вступил в ряды Красной армии, воевал в 10-м воздушном десантном корпусе, трижды ранен. В 1943 году вернулся на родину инвалидом. Есть несколько удостоверений о том, что он избирался депутатом при Компартии от класса трудящихся неоднократно. Есть масса книжек, говорящих о том, что он получил юбилейные медали об окончании Великой Отечественной войны. Также есть книжка, которая подтверждает о получении им медали за победу над Германией в 1941-1945 годах. Великие подвиги и достижения наших героев должны всегда оставаться в наших сердцах, но с течением времени информация о них утрачивается, а фотографии тускнеют. Поэтому важно, чтобы семьи ветеранов рассказывали людям воодушевляющие истории своих близких. Сотрудники музея надеются, что память о Магомеде Костоеве будет светиться ярче любой медали. Далила Вильхиева, Магомед Дарсигов, Магаз 24.